Свою музыкальную лепту в эфир на радио Астана, где для вас звучит каждый час не только приятная музыка, которая эмоциональным фоном сопровождает вашу жизнь, но также и полезная информация имеет место быть, и проект «Время деловых» создан специально для этого. Время деловых на радио Астана. Всем еще раз добрый день, если только подключились. Вы слушаете радио Астана. Меня зовут Алина Грей. Сегодня напротив меня вы можете услышать, и не только услышать, но и увидеть, потому что у нас идет видеотрансляция представителя сильного пола. Он является у нас генеральным директором корпоративного фонда поддержки индустрии, туризма и спорта Асхат Сейсимбек собственной персоной. Здравствуйте. Здравствуйте, Алина. Добро пожаловать в эфирную студию. Ну и, наверное, давайте сразу начнем с того, чем занимается ваш фонд, что полезного вы делаете для нашей страны и казахстанцев. Наш фонд уже работает более 5 лет, и основная цель — это содействие развитию спорта, как профессионального, любительского, так и массового. В сентябре прошлого года обрел статус единого оператора по распределению внебюджетных денежных средств, и, соответственно, у нас основная задача стоит, поставленная руководством страны, отраслевым министерством, о том, чтобы сбалансировать распределение данных средств между профессиональным, массовым спортом, о чем сейчас, на самом деле, часто вы, наверное, слышите и говорят. Ага, у вас приятный голос, но у вас тихо слышно, потому что нужно чуть-чуть ближе к микрофону, наверное, придвинуться, чтобы мы наслаждались вашим баритональным дискантом. Больше 5 лет существует фонд, а денежки распределяете вы в нем. Сколько уже времени? Лично я 7 месяцев, не более 7 месяцев нахожусь и работаю в этом фонде. Должность приятная, решать, кому, что и зачем давать. На самом деле это не все так просто, как вы сейчас это говорите. У нас есть, во-первых, экспертный совет, который рассматривает на соответствие той или иной заявки или проекта, и после этого соответствия мы выносим на рассмотрение попечительского совета, то есть там определенная процедура есть, это не просто так сидеть и распределять там. Ну, смотрите, когда вас назначили, вы такие, вау, да, там посидели, отметили с друзьями, на утро приступили к своим обязанностям, вы в любом случае уже пришли с какой-то позицией, да, что бы вы хотели привнести. У вас были уже какие-то свои взгляды, да, на развитие туризма и спорта в стране. Вот, например, как вы относитесь к критике в социальных сетях, что мы закупаем зарубежных легионеров, да, то есть тратим большие деньги на это, вместо того, чтобы взращивать свои кадры. То есть ваше мнение и что в этом направлении делается? Мы будем по-прежнему закупать зарубежных спортсменов, либо мы будем развивать и взращивать свои кадры? Отвечу с первой части вашего вопроса о том, что определенные установки внутренние у меня при вхождении в эту должность были, конечно, это, как я уже сказал выше, сбалансирование распределения средств между массовым и профессиональным спортом, придание дополнительной прозрачности деятельности фонда. Такие основные моменты мы запустили сайт, там в социальных сетях появились, сейчас приняли концепцию развития нашего фонда. Вот у вас лично была какая идея? Буду топить за что? Я приступил к своей должности, и какую идею я хочу продвинуть? Я хочу, чтобы у нас в регионах больше ребята там играли в футбол, будем направлять, я буду стараться продвигать идею туда. Либо нет, я не согласен с тем, что не нужно закупать зарубежных легионеров, потому что они там свою тактику продвигают. Наши ребятишки смотрят, мотивируются, и в то же время наши взрослые спортсмены учатся нормально играть. То есть какая у вас позиция была? Алина, сложно сказать так, чтобы одна позиция двигала на этой должности меня за что-то одно. Хотя спорт бы. Многогранен. Как я уже сказал, это массовый спорт, детский и юношеский спорт. И везде должен быть баланс, как вы сказали, и между легионерами нашими, между доморощенными спортсменами. Много есть нюансов, которые, конечно, в большей части нам, я считаю, растить, не то что считаю, это безусловный факт. То есть вы с этой критикой согласны, что у нас большая часть денег направляется на зарубежных легионеров, а эти средства лучше было бы направить на взращивание своих? Либо нет? Такой калькуляцией я не занимался, сразу могу сказать. Если она действительно большая часть, то можно поизучать и сказать свою точку зрения. Но именно в пропорциях я не могу сказать, на легионеров или на местных спортсменов, как распределяется. Все-таки у нас и местные спортсмены, они, наверное, исчислять их надо там с 9-летнего возраста, посещать ДЮСШ, это тоже определенные средства. Здесь тоже нельзя забывать. И
На самом деле государство не просто так, вот только верхняя там пирамида, чего-то мы видим и говорим то, что на легионеров. Ну, Мгм. Ну моё да, мнение, да. это, То есть ну, это да. мы в любом случае люди, которые сидят в социальных сетях и глубоко мы так не вращаемся, мы в любом случае здесь не эксперты, а скорее дилетанты. Ну, достаточно такие осознанные, подкованные дилетанты. Сейчас люди Ну, интересуются, не читают. хочу вас и кого-то еще называть дилетантами. Нет, Просто я спорт, он откровенно интересен. говорю, я дилетант, да, потому Ну, что я просто журналист. Спорить Журналисты не буду те, кто тогда по с вами, верхам смотрят, да, вокруг происходящее анализируют, ну и также те, кто в социальных сетях видят те или иные информационные, да, блоки. Хорошо, куда у нас в этом году будут направляться денежки, вот в спортивном векторе? Если же говорить за то предприятие, где я руковожу, то будут распределяться средства, я надеюсь, у нас эти средства, во-первых, будут, надеюсь, во-вторых, они будут распределяться на, как и было ранее, на спортивные федерации, олимпийские виды спорта, но и плюс, согласно принятой нашей концепции, на развитие детско-юношеского и массового спорта будет сбалансировано распределение. Касательно этого фонда, там, где я руковожу. Мгм. Можно вот конкретно, какие проекты будут запущены? Ну, у нас заключен меморандум с научно-практическим центром по физической культуре и спорте при Минобразовании. У них существуют школьные лиги, и мы утвердили дорожную карту совместно с Министерством образования. И в данной карте есть турнир Kids Cup, называется. Он детей затрагивает 4 категории, 4 группы возрастных детей. И это такой масштабный турнир, если мы его реализуем, он, в принципе, пройдет почти через каждую квартиру, наверное, республики. Смотрите, у нас в законодательство же внесены изменения, и с мая месяца этого года будет возможность абсолютно бесплатно, да, у многих заниматься то, что раньше было платно. Смотрите, теперь далее по спорту. Тоже, опять же, из критики в социальных сетях многие призывают к тому, чтобы давайте будем развивать те виды спорта, где мы уже преуспели. А где мы преуспели? Ну, это бокс, естественно, да, то есть восточные единоборства и так далее. И вот, ну, давайте не будем столько денег направлять на те виды спорта, где мы пока еще в отстающих. Вот какая ваша позиция и насколько это отразится на финансировании? Ну, моя позиция, развивать нужно абсолютно все виды спорта, признанные в республике, там, признанные министерством. Каждый вид спорта, он несет ту или иную этику, культуру. Если мы будем давать или там наклонять акцент на определенные виды спорта, то где-то мы будем терять и в нашем генетическом воспитании наших детей. Это однозначно. Поэтому все новые виды спорта, которые сейчас появляются в олимпийской программе, по моему мнению, безусловно, должны быть поддержаны у нас и максимально приложены усилия, чтобы их развивать. Моя точка зрения. У вас есть вообще любимый вид спорта? Любимый вид спорта — это футбол и легкая атлетика. Своих детей вы отдали в футбол? Пока или нет отдадите? еще. Ну, планирую отдать. Смотрите, вот если бы у вас сейчас вставал выбор пустить деньги там, где мы уже достигли каких-либо успехов, или там, наоборот, где нам нужно подтягиваться, вот как вы считаете, куда их нужно направить? Ну, там, где мы достигли успеха, уже, соответственно, я думаю, таких больших объемов финансирования уже нет необходимости. Если мы говорим, что мы уже достигли успехов, там необходимо поддерживающие какие-то мероприятия. А там, где мы отстаем, есть большие такие крупные виды спорта, которые они очень сильно развиты на Западе, за границей, так скажем, у нас они отстают, то я бы порекомендовал бы развивать эти виды спорта. Смотрите, в одном из направлений Рухани Жангуру также есть и развитие именно национальных видов спорта. Да, то есть они воспитывают патриотизм, то есть есть своя такая внутренняя культура, духовность. Ну, то есть там помимо спорта есть еще очень много таких внутренних моментов, которые важны, да, для гармоничного развития личности. А вот в финансировании и пропаганде этих видов спорта участвует ваш фонд и как? Да, безусловно. Вообще, вы правильно сказали, национальные виды спорта — это часть идентичности нации. Если мы не будем содействовать развитию национальных видов спорта, то, в принципе, нам будет сложно сохранить нашу нацию. Если говорить в перспективе, масштабно смотреть, там, столетиями, там, веками. Можно вот примеры конкретные? Как вы способствуете? Есть ассоциация, блестящая работающая ассоциация «Этноспорт» национальных видов спорта, которая является, в 2020 году, когда я пришел в фонд, они были нашими партнерами, и, безусловно, мы
мы надеемся и планируем, что они нашими партнерами будут. Мы оказываем им содействие в спонсорской поддержке на организацию национальных видов спорта. Вот можно конкретные планы на этот год? Вот что вы планируете профинансировать и сделать? Сложно сказать. У нас есть план, у нас есть траектория, как мы хотим это развивать. Но нам, как я сказал, там не я один принимаю решение, нам необходимо утвердить этот план, во-первых, с Министерством культуры. Ну и что у спорта. вас в планах хотя бы? Как я уже сказал, это поддержка олимпийских видов спорта, сбалансированное распределение в то же время средств на массовые мероприятия, массовый спорт, детско-юношеский спорт. Вот одно из наших новшеств, которые мы хотим внести, это федерация, давайте скажем, там, футбол. Получила у нас спонсорскую поддержку, скажем, там, 10 каких-то единиц. Мы хотим внедрить такую практику, что не менее 15% из этих 10 единиц должны расходоваться на развитие детского и юношеского спорта. Если такая инициатива будет поддержана, то я думаю, это будет серьезным вложением в развитие детского и юношеского спорта. То есть сейчас, получается, акцент на подрастающее поколение, да, у нас Да, поставлен? все-таки политику задает отраслевое министерство. Мы не политический орган, мы фонд, работающий с внебюджетными деньгами. Если вот вы меня спрашиваете, как мы бы смогли содействовать в их развитии, то я говорю такие вещи, которые мы разработали и, в принципе, концептуально утвердили. А развитию туризма вы содействуете и как? Развитию туризма вот у нас в названии осталось. Ага, Фонд. только в названии. Ну, фонд 8 лет существует, и изначально там такое название было «Индустрия туризма». Но, насколько мне известно, есть нацкомпания «Казахтуризм» и целые комитеты. То есть и основной такой элемент, то, что наш фонд определен постановлением правительства, статус единый оператор по распределению средств, направленных на спорт. Ну, А вот ничего вы не имею против на туризма. территории Казахстана Вот. вообще сами часто отдыхаете? Либо, вернее, часто ли отдыхаете? И отдыхаете ли вы вообще на территории Ну, Казахстана? всегда хочется отдыхать чаще, конечно. Ага. 20-й год, вот хочешь или не хочешь, пандемия, она продиктовала условия, чтобы отдыхать на территории Казахстана, если кто-то отдыхал. Мгм. Ну и вы как считаете, например, в Боровом, в хорошем отеле у нас отдохнуть бюджетнее, чем в Египте или в Турции? Ну, сложный вопрос. Я Вот прям задали, одни да. сложные вопросы вам Да не, ну сегодня не такие задаю. сложные, но смотря как отдыхать, и опять же такая шкала, кому комфортно, где-то кому в одном месте комфортно, в другом, может быть, нет. Но если так глобально, то я считаю, конечно, за границей будет отдыхать дороже. Ну, по моему мнению, калькуляцию точно не делаем. Во-первых, есть самолет, тра-та-та и вся вот эта история. Мгм. А вообще, если вот как турист вы будете наблюдать со стороны, вы считаете, в сервисе мы продвинулись? То есть у нас вот после Экспо, да, была зона роста для того, чтобы проанализировать наши болевые точки. Вот я, например, у меня есть личное мнение, но я его как журналист, наверное, не имею права, чтобы оно доминировало, но оно, кстати, позитивное. Мне кажется, что мы растем в этом направлении. Безусловно, если сопоставительно вернуться лет на 5 или 10 назад, конечно, растем. Ну, в принципе, у вас радио Астана называется. Вы, наверное, больше находитесь в пределах Астаны. Если выехать за пределы Астаны в регионы нашей республики, не скажу, что там, конечно, плохо с точки зрения сервиса, но тоже есть динамика улучшения. Но всё-таки- есть к чему стремиться, да? Ну, у нас Был- в любой сфере есть к чему стремиться. Был сегодня вопрос, который я не задала, и вот у вас есть несколько минут эфира, чтобы вот дать ту информацию, которую вы бы хотели донести нашей аудитории. Ну, как такового, чтобы донести, я могу только призвать людей заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни, отдавать детей на занятия спортом, национальными видами спорта, развивать внутренний туризм путем преимущественно выбирая точки для отдыха внутри республики. Вы знаете, и хотелось бы, чтобы мы выбирали их не только из патриотических соображений, да, допустим, вот, ну, я внутренне ощущаю себя патриотом, например, в какой части? Даже захожу я в магазин, я ищу эти полки там, где сделано в Казахстане. И, например, когда я покупаю те же наши конфеты или какую-то мясную продукцию, это уже не только из патриотических соображений, это для меня и знак качества в том числе. То есть наш, например, шоколад ничуть не уступает тому же бельгийскому шоколаду, или я знаю, что
что у нас очень вкусное мясо. Даже едешь куда-то за рубеж, ты не везде найдешь такие вкусные мясные блюда, какие есть у нас. И хотелось бы, чтобы мы и отдыхали тоже не только из патриотических соображений, да, на территории своей страны, но и также сначала был такой внутренний порыв патриотический, ну а затем мы были уже довольны и из собственного комфорта делали выбор в пользу своей страны. Безусловно, тем более компоненты, перечисленные вами, как шоколад, мясо и другие моменты, на самом деле они у нас на достаточно высоком уровне. Под конец небольшой блиц готов пройти. Не буду сильно мучить, мало времени осталось Постараюсь до конца. максимально ответить на блиц вопросы. Так, любимый спортсмен, Майкл Джордан, казахстанский. Ольга Рыпакова. Самая крупная сумма, которую вы держали в руках? $20. Это максимальная. Да. У вас такой блеск был в глазах. То ли вы лукавите, то ли наоборот хотели бы, чтобы эта сумма была Я больше. читал, если сказать, в тенге или в доллары, поэтому это... Любимый курорт турецкое побережье, наверное, в Казахстане. Боровое. Ну что, на этой патриотичной ноте завершается наш эфир на сегодня. У вас сегодня был первый дебют, и вы говорили, что немного волновались. Придете к нам еще, и чтобы более подробно поговорить о развитии спорта в нашей стране, уже без моих таких каверзных вопросов. Если пригласите, безусловно, с удовольствием приду в вашу студию снова. Друзья, на этой спортивно-патриотической ноте завершаем эфир на радио Астана. Впереди много хорошей позитивной музыки и полезной информации. Телефон рекламной службы 757-299. Дай стране услышать о себе.